Санкционная политика Запада в отношении нашей страны сегодня приобретает скорее обратный положительный эффект. Экономика России переходит на принципиально новый уровень своего развития. Все предприятия начинают производить еще больше качественной продукции и работать с отечественным сырьем. Составить хорошую конкуренцию способна и наша республика. Обувь, которую производят здесь, ничем не уступает мировым брендам. О том, что введение санкций позволит активизировать производственные мощности экономики страны, уверен и глава республики Махмуд Али Калиматов. У нашего субъекта большой производственный потенциал, все возможности заявить о себе. Сегодня на обувной фабрике в силах произвести продукцию и поставлять на российский рынок качественную и модную обувь. В условиях санкций на предприятие ставят новые цели и задачи. У нас очень много планов на будущее. И в условиях санкций мы хотим повысить нашу производительность, расширить географию нашего взаимоотношения с другими регионами России. Конечно, у нас есть тоже какие-то определенные проблемы. Были закупки у нас из-за границы, но сейчас мы хотим все силы потратить для того, чтобы начать работать с местными фабриками и заводами, которые производят подошву, клея, кожу. И я думаю, что у нас все получится. Санкции нисколько не помешают нам развиваться. Наоборот, санкции придают нам силы для того, чтобы еще лучше работать. Будем стараться, мы будем делать так, чтобы на сегодняшний день Россия получала качественную обувь, чтобы люди не чувствовали вот этих санкций, чтобы они также жили в таком же режиме и в таком же темпе. И вот хочу вам предоставить вот наша обувь на сегодняшний день. Это из российских кож все сделано. Сейчас на предприятии работают над очередным крупным заказом из Москвы. Все силы производственного цеха направлены на новую весеннюю коллекцию. Фабрика сегодня производит в день 600 пар обуви. Спрос в разы повысился. Здесь готовы производить столько, сколько потребуется. В связи вот с санкциями, да, конечно, к нам уже обращается намного больше реализаторов, которые занимаются продажей обуви, так как сейчас вот весь акцент идет на местного производителя, и наша обувь начинает быть более востребованной, потому что уже нету той обуви, которую будут завозить за рубежа, и поэтому сейчас очень большая, хорошая почва для того, чтобы развиваться. Развиваться и еще раз развиваться. Здесь производят мужскую, женскую, детскую и специальную по индивидуальным заказам обувь, шьют из российской кожи. Работают в цехах 250 человек. Увеличить штат могут до 600 сотрудников. Производят обувь на современном оборудовании, которым могут похвастаться не все фабрики в стране. Мадина Заурова считает, что покупатель высоко оценит качество продукции фабрики, ведь используют здесь лучшее сырье. Мы работаем с очень качественной кожей, и она не уступает тем кожаным изделиям, которые продают в магазинах. Главное – качественный пошив в нашей сфере, где именно мы сейчас работаем на этой предприятии. И также обувь должна быть очень удобная. Вот это главное. Работать под санкционным давлением в России давно привыкли. Как бы ни пытался Запад помешать развитию экономики страны, эффективность многих направлений только растет. Обувная фабрика – это одно из предприятий, реанимированных по поручению главы республики. Оно простаивало многие годы, а сегодня остается в один ряд предприятий, повышающих производительность страны. Рина Цичоева, Мухаммад Белакиев. Новости 24.